Что есть хранилище знаний, как не библиотека? В мире их очень-очень много. Ведь люди начали переносить массивы знаний в электронные хранилища сравнительно недавно, а первые библиотеки появились на Земле тысячи лет назад. И, вероятно, своего значения они никогда не утратят, потому что ничто не сравнится с особенной атмосферой хранилища книг. Самая древняя библиотека Ашурбанипала, когда-либо найденная археологами, была создана народов шумеров около 4500 лет назад. В ней хранилось множество глиняных табличек с записями, так как книги тогда еще не изобрели. В средневековых библиотеках книги из-за ценности приковывали массивными цепями, чтобы их нельзя было прихватить с собой. Персидский визирь Абдул-Касим Исмаил, живший около 1000 лет назад, прославился тем, что всегда брал с собой личную библиотеку, куда бы он ни отправлялся. Это очень интересный факт, учитывая, что его библиотека включала в себе около 117 тысяч книг и вез ее караван из 400 верблюдов, нагруженных книгами, рассортированными в алфавитном порядке. Самой знаменитой является Александрийская библиотека, находившаяся в Древнем Египте. В ней обучались такие великие умы, как Аристотель и Евклид. К сожалению, она была уничтожена. В ней хранилось около 200 тысяч свитков и 700 тысяч записей. Крупнейшей библиотекой в мире является Американская библиотека Конгресса, в которой хранится около 155 миллионов книг. Ежегодно ее посещает около 2 миллионов человек. Библиотека Ивана Грозного до сих пор не найдена. Некоторые ищут ее до сих пор. Единственная в мире библиотека, расположенная на территории двух стран, Хаскелл. Она стоит прямо на границе США и Канады. В Йельском университете в Беннеке есть библиотека без единого окна. Они там и не нужны, потому что стены здания изготовлены из полупрозрачного мрамора. Самая старая в мире библиотека из числа действующих находится в Египте, в монастыре Святой Екатерины. Она была построена около 1500 лет назад. Самая высокая библиотека в мире находится в Шанхае, в отеле Marriott, на высоте около 230 метров. Публичная библиотека Канзаса снаружи выглядит как гигантская книжная полка. В итальянском городе Перунджа есть библиотека имени Сандро Пенны, здание которой выглядит как летающая тарелка. В немецком городе Магдебурге функционирует необычная публичная библиотека, построенная из старых ящиков из-под пива. Библиотека Люи Нюссера находится в городе Ницца, Франция. Здание библиотеки запомнилось своим оригинальным дизайном. Дорогие читатели, вы узнали много интересной информации о библиотеках мира. Надеемся, вам с нами было интересно.